Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто и что думает о вас на самом деле. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Вас пытается кто-то здесь шантажировать, пытаться вас вывести на чистую воду через какие-то конфликтные ситуации. Вы же здесь держите какую-то оборону. Здесь даже вот человек как отпирается от чего-то, что имеет место быть какому-то влиянию кого-то над вами. Вас пытаются совратить на что-то, ввести вас в заблуждение. Вы сейчас можете находиться в каких-то страхах, непонимания. Ты ничего не видишь, не замечаешь, а вокруг тебя что-то определенно другое происходит, но ты видишь другую картину. Что вы видите сейчас определенно какую-то другую картину, не та, что есть на самом деле. Какое-то общество людей пытается вот как-то вас ввести в заблуждение, завуалировать что-то, закрыть, чтобы вы чего-то не видели или не замечали. Даже не дают вам подумать. Слушайте, здесь сразу говорю, идет какое-то чье-то негативное магическое воздействие. Идет это от того человека на вас. Здесь уже предупреждение для вас. От того человека, с которым у вас совершенно недавно был конфликт. Человек увлекается какими-то практиками, попали под какое-то влияние. Сейчас можете чувствовать, шкурой чувствую, что здесь что-то не так. Определенно здесь чье-то влияние. Почиститесь, я об этом часто говорю, и в описании почти под каждым видео есть чистка по «Отче наш». Именно в цикл убывающей Луны. Вам здесь нужно именно держать контроль, потому что то, что сейчас происходит, оно вам кажется совершенно другим. И вам нужно в чем-то сосредоточиться и подумать, держать контроль. В контроле своей эмоции. Не вступать с кем-то сейчас в какие-то конфликты. Ни в коем случае. Ситуация может усугубиться. Кто-то хочет разбить вас. Тотально разбить, уничтожить. Здесь вплоть до этого идет. Здесь не хорошие карты. Сейчас проведем такой ритуал. Это перевернем данную ситуацию, оставим пока только конфликт. Скорректировать, сгладить ситуацию. И вам рекомендую вот именно ближайшие дни, когда будет цикл убывающей Луны, проведите чистку. Еще бы что рекомендовала. Взять горсть соли в руки и вот так тщательно под водой солью, вот как вы мыло моете, да, вот так вот прям мыть руки. Очень хороший ритуал, простой, но он очень эффективный. Очень хорошо, когда за целый день вы используете какие-то денежные манипуляции, покупаете, продаете. Когда у вас в руке карта ваша личная, да, платежная, или у вас в руках деньги крутятся, вечером очень хорошо то же самое проводить. Здороваетесь с кем-то, встречаете кого-то, общаетесь с кем-то. Как пришли домой, сразу же солью умыли. Смотрим дальше. Вашу характеристику покажите, вашу характеристику. Кто вы? В каких энергиях вы пребываете? Женщина показывает очень чувствительно, очень прям чувствительная. Вот как тонкий лед. Вы очень близко воспринимаете вообще мнение людей, что о вас подумают окружающие. Вы даже стараетесь говорить о том, что мне плевать. На самом деле вот вы где-то глазом, да, оборачиваетесь. Хочется сказать, что у вас глаза даже и на спине. И вот пытаетесь дослышать кого-то, услышать, да, что там о вас говорят, или что вообще там говорят, может, о вас что-то говорят. Вот какая-то такая есть структура. Когда, если вас в чем-то заденут, обидят, вы это близко принимаете и долго размусоливаете, держите это. Даже у вас на фоне какой-то конфликтной ситуации, у самой тоже здесь не отпустила, еще какая-то есть обида. Также, в принципе, у вас есть люди, которые постоянно
лезут в вашу жизнь или нарушают ваше личное пространство, вы не можете им отказать. Вы такой человек культурный, вежливый, стараетесь с людьми как-то вот мягко, а вот здесь вот именно влазят, пользуются вашей вот этой добротой, мягкостью. Вы женщина, которая подпускает часто в свою жизнь, именно доверяя. Здесь вот есть в некой степени, хоть и я и взрослая, но и все равно еще такая наивная, верю. И подпускаете именно не перебирая людей, которые могут быть и негативны для вас, или нести для вас какие-то свои черные замыслы, но вы не подозреваете. Есть какая-то такая в некой степени простота. Я простой, мне попроще. Вы не стремитесь к каким-то идеалам, к какому-то четкому оттачиванию себя. Человек, который докапывается до каждой своей детали. Нет, вы вот более как-то к этому проще относитесь. Эмпат. Близко вы воспринимаете к сердцу любую ситуацию. Это касаться может даже и ситуации, когда вы видите голодного котенка на улице, у вас сердце сжимается. Такое чувство, как будто бы вы проживаете жизнь этого человека или этого животного, который в беде, который нуждается в помощи, да, вот есть у вас такое. Это тот человек еще, в фильмах бывает показывают, кто-то кого-то чего-то тюкнул по голове, и у него руки трясутся, или там стрельнул, там у него руки трясутся, что он кого-то чего-то там лопатой, да, стукнул, кто-то упал, умер, и у него руки вот трясутся, и вот он стоит, а его клепают и говорят: да, бежим, давай, бежим. В общем, а он стоит и не может, в шоке просто, у человека шок. Вот вы тот человек, у которого трясутся руки, да, вот когда что-то он такое совершит. Ну, конечно, я не говорю, что вы это совершаете, да, вот это такой тип человека, который очень-очень чувствительный. Вы чувствуете, но не можете отказать. Вот есть такое у вас. Общаться с наглыми людьми. Хотите, но вот вы как-то не можете выкрутиться, да, в компании каких-то людей находите. Хотите уйти, но вот не можете. Но внутри вас что-то вот выгоняет вас оттуда, уходи. А вы же, зная, стоите и чего-то терпите. Вы тот человек, которому очень легко лезть вот как игла под кожу. Потихонечку, полигончику. Еще у нас тут в Чехии говорят саламовая метода, да, когда колбаску тонко нарезают, а в итоге в конце концов, да, ее разрезали всю эту колбаску. Вы допускаете именно моменты такие в жизни, когда допускаете не тех людей. Здесь нужен вот четкий такой жесткий, может быть, даже отбор. Даже рекомендую для закаливания организма ранее принятие холодного душа или контрастный душ для закалки. Бег, может быть. Я не скажу, что здесь прям вообще женщина такая тряпочка. Нет. Это человек, который после драки кулаками машет. То есть что-то произойдет, но здесь вот какая-то вот такая некая торможение происходит. Вы не могли в тот момент как-то ответить или не знали что, но вы потом, когда уходите с того места, вы начинаете обмусоливать и думать, что вас обманули или с вами плохо поступили, да надо было так ответить, надо было это еще сделать и это. Да, вот как-то так ругаете, может быть, даже умеете еще и себя ругать, что вот я такая, зачем я связалась с этими людьми. Но здесь прям вообще такая психология идет очень мягкого человека, чувствительного, которого просто нужно оберегать, вот, да, под куполом вот держать, вот как-то так. Тут женщина доверчива очень. Хотя, в принципе, я бы сказала, что касается деятельности, дел каких-то, вы такая целеустремленная. А что касается людей, вот хочется сюда сказать, вообще не общайтесь, да, ни с кем. Ну, это просто, я говорю, в плане того, что вам нужно на самом деле фильтровать людей. Вы им добро, а вот посмотрите, да, что мы закрыли здесь. А вам вот солят или масло в огонь подливают. Но за вашей чуткостью, вернее, такой мягкостью, да, скрываются какие-то порывы такие. Где-то вы умеете поставить точку, вовремя сказать нет, но не всегда, не везде. Чего-то вы боитесь или у вас есть внутреннее чувство страха. Страха быть вот непринятой, страх быть вот непонятной кому-то, да. Вы скорее тот человек, который старается прогибаться под общество, под коллектив или слушать коллектив, чужое мнение, советы там какие-то, да, и так далее. Когда вот вам тюркают, вот так вот надо, и вы вот как-то стоите, прислушиваетесь.
Хотя, да, почему нет, но здесь нужно фильтровать. Иногда бывает на самом деле вам проводники, да, главное их не пропустить, дают верный совет. Кстати, вот написала женщина, что она встретила, как я говорила в одном из видео, да, это не касается конкретно вас, это касается тех, кто вот именно то видео смотрел. Следуй за белым кроликом. Следуй за белым кроликом, это означает те мысли, которые были или на данный момент, или в общем, да, у вас каждодневно висит какая-то мысль, это есть правильное направление вашего пути. И во вторую очередь это предзнаменование каких-то новых перемен в вашей жизни, причем это положительного характера. Вообще она говорит, да, пишет, что этого кролика она увидела там, где нету кроликов, их не могло быть. И я вот вам скажу, когда вот я что-то такое говорю, и часто многие не верят, не понимают, но это потом, когда начинает происходить в жизни через какое-то время, да, у людей шок. Это происходит именно таким образом, я вам так скажу, когда высшие силы хотят вам послать знак, да, через меня, например, они посылают, или через какого-то другого таролога знак, вы получаете этот знак, вы потом уже вы готовы, да, вы готовы это увидеть, этого кролика где-то даже в каком-то непонятном месте. И вот вы где-то появляетесь, и вам туда реально как подкидывают. И причем, да, это может быть даже так, что это был не настоящий кролик, но вам дано это было увидеть. Физически, да, может быть, вы бы и потрогали его, да, но потом происходит такой эффект, как будто бы этот кролик куда-то исчезает, да, или быстро убегает, чтобы вы его не догнали, не потрогали. Но вам уже знак, вам уже понятно, о чем идет речь. И вот здесь человек, да, вот показывает, когда видит знак, но он не понимает его, он может быть даже к чему-то еще пока не готов. Но здесь именно, почему я говорю, следуйте за белым кроликом, да, именно нужно заглянуть внутрь или внутрь той ситуации, о которой вы думаете, или что-то вы делаете, может быть, проект какой-то делаете, да, что-то там развиваете, может быть, свою страницу какую-то или книгу пишете, неважно, что вы делаете, но вы об этом тщательно каждый день или думаете, или делаете, это уже подается знак, что вы в том направлении, вы правильно делаете, правильно поступаете, туда идете, это прям ваше, да, и продолжает дальше. Вот. Здесь та ситуация, когда человек не замечает знаков, да, или он их вообще не понимает. Но он видит что-то и кажется ему что-то непонятным, да, аномальным, может, тоже здесь имеет место быть, но он не понимает пока, он еще не готов принимать какую-то информацию. Соответственно, то, что вы делаете, это будет идти, но в медленном процессе. А кто быстро соображает или быстро подхватывает где-то ответ, даже, да, если вы поинтересуетесь где-то, может быть, на страницах интернета или, да, вот как я сейчас рассказываю, о чем это был знак, да, то есть вы опять слышите ответ, то вы к этому быстрее придете, к своему результату. Здесь такие, знаете, я вам скажу, надуманные страхи есть. Вот страх. Ничего не происходит, но я уже боюсь. А мне уже кажется опасным. Да, вот здесь об этом идет речь. Вам уже заранее кажется что-то опасным. Вы себе надумываете, накручиваете много, чего нет на самом деле. Да, вот сейчас придет какой-то зверь страшный с зубами. А на самом деле этого зверя не существует. Вот как-то так. Да, вы человек скорее такой, который постоянно чего-то подозревает, постоянно в неведении чего-то находится, в затуманенности какой-то. А знаете почему еще? Потому что здесь вот именно влияние. Влияние – это не видеть. Может быть, даже, да, не видеть пути, потому что мы видели здесь башню, это на разрушение вообще всех основ ваших. Может быть, да, сжить сосвету. То есть это вообще не то, чтобы дороги закрывают, это закрывают все. А давайте посмотрим, если вы проведете чистку, что будет дальше? Процесс дальше. Победа. Победа.
Да, то есть это получится, это будет действовать, это будет работать эффективно для вас. Здесь нельзя вообще никак отрицать, что это вам не поможет. Это вам 100%, 100% поможет. Здесь еще выходит король жезловый, да, это когда после данной чистки начинает все двигаться с места, получение каких-то результатов, получение возможностей, открытие путей, да, когда все встает на круги своя, когда жизнь уже идет реальным процессом, а не каким-то, да, затуманенным. По луне страх. Уходят страхи. Уйдут и страхи. Давайте смотреть дальше. Что-то мы затянули. Кто и что думает о вас на самом деле. Сегодня, наверное, по продолжительности, может быть, и длиннее расклад. Это посмотрим. Кто и что думает о вас на самом деле. Но здесь сразу выходит влюбленный человек, который думает очень часто о вас. Не решается как-то идти к вам. Здесь, знаете, то чувство, как будто бы уже все закончено. Здесь есть какое-то негодование, здесь есть недоговоренность. Человек, кстати, может вас кому-то ревновать. Здесь может быть та ситуация, когда вы разбили человеку сердце, человек встревожен на сегодняшний день, плачет, переживает. Ну, плачет я утрирую, я имею в виду, что человек очень сильно переживает. Здесь берется за сердце, хватается, может быть, за какие-то успокаивающие или, может быть, за какие-то вещества, которые могут привести его психику или состояние в порядок. Да, у человека здесь, может быть, даже вообще раздваивается вся реальность, как это все происходит на самом деле. Но человек пытается вот как-то собрать себя в кучу, собрать себя воедино и идти к вам, действовать, что-то делать. Но он сейчас только в думках, да, пока человек стоит на месте, не двигается с места. У человека есть к вам чувство, человек не может отпустить какую-то ситуацию, которая произошла между вами. Здесь мог быть конфликт или человек вас кому-то приревновал. Да, он может думать, что вы настолько мягкая, доверчивая, может быть и общительная, да, или же где-то вас видел, например, с кем-то, а вы же легко идете на контакт с людьми, вы очень мягкая и приятная, да, и вот где-то вас, может быть, с кем-то видел или мог ощущать именно то чувство, что у вас кто-то есть, да, кто-то за вами ухаживает, потому что он видит ваше поведение и вашу характеристику и предчувствует и понимает, как вы себя в данной ситуации можете повести. Почему-то здесь идет речь о том, что здесь кто-то есть, кто-то присутствует у вас еще, да, у человека вот какое-то чувство такого, что вы разобьете и дальше сердце, да, или вы в любой момент вот как улетите, да, вот так спокойно раз и все, и он может вас потерять. Здесь человек имел какие-то надежды на вас, но вот сейчас здесь вот как будто бы все надежды, которые вот как карточный домик рухнули в одночасье или, да, вот исходя из какой-то ситуации, именно все надежды не оправдались. Чего-то он как потерял уже. Чувствует какую-то невозможность, но в то же время здесь есть такое, что я подожду, да, я подумаю. Здесь очень сильно любит вас. Он считает, что вы вообще очень сильно друг другу подходите. Вы пара. Здесь есть даже вот намерение на примирение или диалога. Здесь, кстати, может быть, с его стороны кто-то вмешивается в ваши отношения. Здесь кто-то еще может быть. Здесь хочется вот как-то наладить вообще мосты. Но не получается. Нет возможности. Здесь, знаете, еще человек может упираться в то, что мне нечего ей дать, кроме, может быть, того, что я умею качать на качелях, чего-то обещать. По факту, да, я ничего не имею. Это может касаться материального, но больше здесь о чувствах, да, что он не может дать каких-то эмоций вам. Здесь хотел бы, да, вот, но я не могу. Может быть, даже есть на самом деле у вас, да, кто-то. И он не может с этим смириться, он не может чего-то простить, и он считает, даже если я прощу, как будто бы все равно я об этом буду думать.
да, что если даже увидел вас с кем-то, теперь он будет на постоянной основе. Даже если он будет постоянно в отношениях с вами, думать о том, что вот-вот, да, пока я на работе там или где-то отъехал на 5 минут, а она уже с кем-то там флиртует или общается, мило беседует. Хотя, в принципе, да, я вижу, что он видит вас девушкой такой мягкой, доверчивой, да, а что вдруг, если она доверится кому-то другому, вот это вот доверие. Она же такая мягкая, да, со всеми общается, а вдруг вот и повезет ей, да, не то, что повезет, а вот будет у нее другой или перехватит кто-то, кто сильнее меня, особенно, может быть, и финансового характера, поманит ее чем-то. Да, у человека сейчас вообще тотал по всем фронтам, здесь не только по чувствам, здесь и в жизни что-то его происходит, в работе, в деньгах, во всем, да, и нет настроения вообще чего-то делать, двигаться. Думает о вас, да, что вы вот как-то себе можете легко с кем-то вести и соблазнять кого-то. Не специально, да, вот, ну вы такая вот мягенькая, приятная такая. К ней в любой момент где-то как-то вот могут подойти, познакомиться, пообщаться. А мужики же хитрые все, да, вот он думает. И найти себе вот персону какую-то, главного мужчину, который займет мое место, который намного сильнее и круче, как этот император. Ну, прям вообще тут на износ человек пошел. Он очень сильно об этом переживает. Кто еще думает о вас и что думает на самом деле? Слушайте, здесь кавалеры за кавалерами. У вас реально кто-то здесь еще есть? Или влюбленный, да, очень сильно влюблен в вас. Ну, такая парная позиция вам, я так еще скажу. Вам этот человек очень сильно подходит, или для вас этот человек очень мил, вам нравится, испытываете тоже к этому человеку симпатию. Но я не говорю, что там любовь, да, здесь может быть такая со стороны, глазками там встретились, перестрельнулись, обменялись, да, взглядами, вот как-то так. Вот что-то такое пробежала какая-то искра, а для кого-то черная кошка, да, скорее для вашего того партнера, который там мучается, страдает, вот. Вы же здесь, знаете, как-то отдаете отчет, что вы делаете. Я бы сказала, даже здесь такая женщина, она не притворяется, да, вот она такая, какая создана природой, вот она женщина, женская. Здесь по портрету я вижу такую женскую энергию, настоящая такая девушка, женщина, ну такая женственная, приятная очень. И здесь хочешь не хочешь, да, вот тут кавалеры. Это не как мы часто видим в раскладах, да, такая женщина в барабаны бить, ударница, такая революционерка, прагматичная, практичная. Нет, здесь такая вот прям леди-леди, такая принцесса, вот такая, на горошине. Очень чувствительная, очень такая нежная, нежнятина здесь прям пахнет. Слушайте, а ваш кавалер, да, вот этот ревнует, который почему-то имеет место быть, что он думает об этом человеке. И этот человек думает о вас. Вы очень симпатичная. Здесь, знаете, я бы сказала, у вас с этим мужчиной не было ничего. Но здесь что-то между вами такое пробежало, что мужчину зацепило, ваш взгляд на него, ваше внимание к нему. Или, может быть, да, какой-то легкий разговор, а вот не скажете, где здесь горошек стоит, да, в магазине, а вот здесь. И вот зацепило его. И вот человек сейчас об этом думает, о вас думает, или о той ситуации, что произошла между вами, да, или как вы на него посмотрели. Вот человек здесь оценивает еще и в какой-то степени себя. Но я вам так скажу, оба два, что один, что второй, незрелые, да, а второй вот как-то сейчас пробуждается от чего-то, просыпается. Тот, который вас ревнует, тот, который имеет место быть, да, здесь вот власть над ней, это моя женщина.
Вот как-то так. Но эта женщина вот куда-то ускользает к какому-то другому там. Да, вот есть такое. Человек, кстати, вот именно тот, которого вы зацепили взглядом, подумывает вот о каком-то расторжении с кем-то. То есть он может находиться, в принципе, в каких-то отношениях, которые уже подошли или к концу, или где уже имеет место быть расторжению отношений. Также здесь может быть, в принципе, какое-то такое одиночество, да, вроде в паре, но в одиночестве. А у кого-то, может быть, закрыл дверь, ушел, уже, да, все и закончилось, может быть, или уже вот-вот заканчивается. Здесь вот как будто бы человек или очень много работает, да, или вот чем-то целеустремлен, к чему-то идет, к какой-то цели, чем-то занимается. И нет просвета, да, об этом думает. А тут появляетесь вы, которая, вы знаете, воскрешает из рабочих моментов, да, которая открывает на что-то глаза. Вот тут что-то в сердце ёкнуло, и здесь даже вы сами могли почувствовать, что между нами вот амурчик пролетал мимо. Знаете, у всех, да, вот, во-первых, незрелая позиция, а во-вторых, есть такое чувство какого-то собственничества. Да, вот что вы уже почему-то даже виртуально как-то, но вы уже его. Да, вот человек как-то вас уже невидимо захватил, вовлек в свои сети. Здесь, кстати, человек может думать даже, что вы в него влюбились. Или, да, вот как-то, если она на меня так посмотрела, она, значит, зацепила на мне свой взгляд, значит, ей как-то понравился. Здесь еще, знаете, такой моложаво незрелый, он может быть какие-то легкие такие нарциссические иметь качества, да, человек в принципе любит, когда в него влюбляются женщины, красивые женщины и так далее. Но вот ему очень было приятно встретиться с вами, пересечься с вами. Смотрим дальше, кто и что думает о вас на самом деле. Здесь сразу, я вам так скажу, у вас есть враг женщина, знака Земли. Женщина, или может быть по характеристике своей такая, да, практичная дама, конкретная, может быть, имеет какое-то влияние, власть через деньги. У кого-то здесь может имеет место быть козерог почему-то, или дива, может, какая. А может, телец, да, вот имеет какое-то чувство давления или приоритет какой-то. Может быть, занимает какую-то определенную должность или еще хорошо очень зарабатывает. Здесь та ситуация, когда с вами, знаете, это какая женщина, так вам скажу. Она может быть какая-то грубоватая, да, или такая суховатая. При своей вот этой практичности, прагматичности, вот такого образе жизни, характеристики своей. И вот она вот может себя чувствовать каким-то мужчиной, хотя здесь, да, женский вроде как портрет, но вот она может внешне, да, быть женщиной, но вот внутри, да, чувствует какой-то твердый стержень, здесь проявляются, может быть, какие-то сильные, да, как мужские похожие качества и так далее. Она сама чувствует себя такой, да, вот я как мужик и так далее. А в вас видит противоположную сторону, да, той женщины, которой вот самой ей хочется стать. В какой-то степени вы можете являться для нее конкуренцией, да, или она пытается вот как-то с вами продавить вас, надавить, наругать вас. Если это ваша начальница, да, вот она пытается как-то на вас все переложить, чтобы вам тяжелее работалось, или чтобы вы испытывали какой-то дискомфорт, тяжесть, сложности в этой жизни. Да, она видит вас какую-то изнеженную или нежную такую, ну вот чувственную, мягкую такую женщину. Да, та женщина, которая как будто бы, как она считает, не испытывала в жизни каких-то сложностей. Та женщина, которой все дается вот с какой-то легкостью, да, та, которая не поднимала тяжелее, там, я не знаю чего.
10 грамм. Вот такая вот изнеженная вся. И вот пытается за счет этого, чтобы вас как-то продавить, вам вот именно вставить палки в колеса, напустить какой-то работки, да, или надавить как-то на вас. Может быть, как-то даже с вами неприятно разговаривать, или вы чувствуете от нее давление какое-то. Здесь я бы так сказала, несчастная и конфликтная женщина. Та женщина, которая склонна вступать, может быть, в какие-то конфликтные ситуации. Или на сегодняшний день тоже может быть та ситуация, которая ее не устраивает в жизни по отношениям. Она с кем-то ругается, выясняет отношения и так далее. Да? И вот из этого она может на всех вот женщин такого типа, как вы, да, такой характеристики, как вы, вот пытаться вот как-то обзываться на них или там, обозвать их как-то какими-то униженными словами и так далее. Но между вами здесь однозначно есть какое-то недопонимание и с какой-то степени легкое такое от нее давление идет, да, может быть, какими-то сарказмами человек кидается и уходит потом, как страус в песок головой, вот так вот. Но вот хочет вам дерно здесь дать, да, видит, что вы женщина, которая вызывает какое-то чувство у мужчин, да, вот именно чувство привязанности, или за вами бегают мужчины, обращают на вас внимание, чего хочется ей, а ей этого не достает, и поэтому получаете по шапке здесь вы, да, вот как ты виновата, нет бы здесь работать над собой. Здесь колесо фортуны показывает именно переворачиваться, да, в какие-то конфликтные ситуации. Я хотела быть счастливой, но я не могу. Да, я вот вступаю со всеми в конфликты, да, хочу со всеми поругаться, хочу всем чего-то там преподнести, каких-то уроков и так далее. Вот что-то внутри ломает, и это все высыпается вовне, даже на вас. Здесь я скажу так, это человек, который будет постоянно, да, вот как-то не только о вас, а вот постоянно находиться в той ситуации, пока он сам из нее не выберется, пока она сама не проработает себя, пока она не проведет эту работу над собой. Здесь не кто-то виноват, здесь вся вина лежит в ней, внутри. Поэтому здесь получают по шапке все, да, получают именно не сдачу, да, а вот как наказание от нее какое-то. Что она думает о вас на самом деле? Ну, на самом деле, где-то, я так скажу, очень-очень глубоко внутри. Прям она даже это задавливает, об этом мысли, что вы вот какая-то красивая. Да, это тот тип женщины, который вот вы пройдете мимо, она еще вот скривит лицо свое. Ну да, вот как-то, знаете, такое недовольство чувствуется от этой женщины, вот именно идет какой-то камень, груз. Здесь могли быть какие-то у нее... Или она сейчас, да, может находиться в токсичных отношениях, которые... Здесь даже имеет место быть, что здесь как на мужика все взвалено, давай, тащи вот. Как этот осел и шаг, все на себе, и зарабатывай, и обеспечивай, да, и все вот делай, ты же женщина. В сегодняшнее время, да, женщины уже такие. Она вот смотрит, что вы, да, пользуетесь именно интересом у противоположного пола. Здесь, кстати, имеет место быть, что на самом деле, да, вы какая-то белоручка, и что все для вас делают мужчины. Вот стоит вам всхлипнуть, знаете, вот так вот именно заплакать, бедная я несчастная, не могу донести этот килограмм. И вот тут все сразу подбегают, давай я, вот как-то так. И у нее чувство такое, да, что вы можете своим вот каким-то женским, да, таким поведением легким прогнуть так, как вам нужно, и что вы экспериментируете или вы манипулируете мужиками. Вот это ей бесит. Кстати, она может даже так отзываться. Меня такие женщины раздражают. Вот эти вот или соплячки молодые, да, или вот эти вот, которые строят из себя невинность и так далее. Она здесь может даже думать, да, что вы
знаете, только притворяетесь вот этой вот именно хрупкостью, хрупким бокалом, может быть. На самом деле, да, вы та еще манипуляторша, или вы используете какие-то методы, свои вот эти вот хитрые трюки ради того, чтобы добиться чего-то. Финансов, благополучия, красивой одежды, красивых вещей, или, может быть, дорогого чего-то, да, может быть, и путешествий каких-то. Но вы умеете, вот как она считает, да, именно все поставить так. Ей стоит, знаете, нежным голоском, вот как-то мужчине сказать, все, сразу выстилываются коврики, да, сразу вот все перед ней дорожки открываются. Вот так. Здесь зависть, здесь недолюбливание вас, здесь даже какая-то ненависть, и вообще, да, вот вы как-то ее раздражаете. Не хочет она вас видеть, и вообще она считает вас сомнительной какой-то. Так, что здесь еще? Падла, да, вот падла она. Эта женщина, она, знаете, такое чувство здесь выходит. Вот она видит, она давит в себе то признание, что вы очень красивая, что вы выделяете, что вы лучше нее. И вот здесь то чувство, да, что хочется ей, знаете, вот это раньше такие вот, не знаю, может, смотрели по телевидению, там, испортили девушке лицо, было красивое, изуродовали ее там, или кислоты что-то налили там, да, и всякое такое вот. Вот тут какая-то такая картина идет, вот чтобы ей там... То есть, если у вас что-то есть, может быть, и даже искусственное, да, там, не знаю, накачанные губы, да, или там ботокс вы себе кололи, или что-то для красоты еще улучшили. Вот она ждет, да, когда наступит какой-то такой момент, когда что-то вам испортит это лицо, или вашу внешность, или вашу фигуру. Да, вот что-то есть такое, чем, может быть, вы пользуетесь. Или, в принципе, дожидается момента, когда у вас что-то там подпортится. Также, да, она может говорить о том, что не за горами и старость, мы все стареем, да, что придет время, когда вы состаритесь и будете старая и страшная. Вот о чем-то таком. А кто сказал, что старость это страшно? Да, вот она считает, вот, что старость это страшно и что вас это ждет. Тут человек желает вам, именно женщина, да, желает вам, чтобы вы как-то испортились во внешне. Здесь зависть, здесь точно зависть. По-другому это не назовешь. Хорошо, какая-то тяжелая энергия от этой дамы идет. Я чувствую именно у нее что-то в жизни, какой-то непорядок, дисбаланс здесь происходит, токсичность. Вот от нее идет какой-то яд на всех. Токсично. Кто и что думает о вас на самом деле? Здесь какой-то мужчина думает, что вы какая-то несчастная, грустная, видит вас грустной, хочет помочь вам выйти из какой-то ситуации. Здесь или по разбитому сердцу, да, он может думать, что вы с кем-то разошлись, или у вас какая-то терка с кем-то была, да, ругань, скандал, или же, да, кто-то вас обидел. Здесь человек хочет как-то успокоить вас, успокоить какие-то ваши страхи, ваши сомнения, да, вот привести вас в баланс, в норму. Чувствует, что вы сейчас вот как будто бы не кушаете, не едите, да, не выходите из дома, именно ведете какой-то такой образ жизни апатичный из-за кого-то, из-за какого-то расстройства. Человек пытался вам предложить свою помощь, возможно, вы ему отказали, да, или здесь человек думает, по крайней мере, о том, чтобы вас как-то вытащить наружу, да, пойдем погуляем, пойдем сходим в ресторан, покушаем, накормлю тебя или поддержу тебя, может быть, словом или как-то, да, вот хочу ей помочь. Хочу ей помочь именно преодолеть какой-то, может быть, страх, барьер или вот какое-то сердечное расстройство по сердцу, да. Что думает о вас на самом деле? Но он думает, что вы очень несчастный человек.
Он, кстати, об этом говорит с кем-то, обсуждает вас. Здесь имеет место быть, как будто кто-то подтверждает или доносит какую-то информацию о вас, что вы в чем-то разочарованы, да, или кто-то вас обманул, предал, изменил, да, вот такое имеет место быть, что вы испытали именно чувство раскола сердца, да, когда вас кто-то предал, и вы ограничены в чем-то, даже в бюджете, да, по деньгам. Человек, может быть, поможет вам финансово. Думает о вас, что вы вот что-то не там не договариваете. Или вы вот что-то сказали, если человеку, то вы вот как-то поверхностно, и это видно, что вы врете. Да, вы сказали, все у меня нормально, хорошо, да, а на самом деле он считает, здесь что-то не так, здесь надо что-то перепроверить. И он не один здесь перепроверяет, здесь с кем-то, да, он говорит о вас, и они вот копают информацию, как на самом деле у вас происходят в жизни дела, да. Что думает на самом деле и кто. Но они же думают о вас, что ей надо выходить из этой ситуации, иначе с вами что-то будет. Если дотянем, даже кто-то реально вот какой-то... У меня идет человек очень такой открытый, да, такой... Ну, не совсем открытый, да, вот к вам конкретно человек может быть открытым. Он за вас как будто даже молится, да, или переживает очень сердечно за вас. Пытается вот тем самым как-то вам помочь, восстановить какую-то ситуацию, восстановить именно то состояние, когда вы будете чувствовать себя хорошо или весело, да, вот так налегке, как ребенок. Вы какая-то грустная. Он чувствует, что здесь на самом деле как будто бы вам кто-то воткнул нож в спину, как будто бы, да, вам кто-то что-то сделал больное, может быть физически, а вы об этом молчите, как будто бы вы находитесь под чьим-то гнетом, влиянием, да, кто-то, может быть, вас дома где-то там продавливает, шантажирует вас, да, или вот как-то пугает. Почему-то какое-то такое переживание, и здесь притом впрягся и кто-то еще, да, дополнительно, с кем он ведет речь о вас, что у вас здесь что-то не в порядке, здесь нужно проверить. Возможно, даже вот как-то пробивают за вас информацию, пытаются найти какую-то истину, достучаться. Вы вот как-то не договариваете. Им остается только вот как-то додумывать. Здесь люди, вот эти, которые о вас говорят, это может, кстати, быть и женщина, да, в принципе, но они думают о вас вот что-то такое, я вам скажу, жуткое и страшное. Да, у вас, может быть, живот болит, и вы перекосились, а они тут думают, что вас там избивают, вас там вообще держат вот в каких-то заложниках или на самом деле, да, грозят вам чем-то, например, что если вы расскажете, да, кому-то чего-то, то вас там прибьют и забьют, вот что-то в таком плане. Вот как будто бы вы чего-то такого не договариваете, и вы все сглаживаете, да, именно внешне, что у меня все хорошо, у меня все в порядке. На самом деле есть чувство, что не все у вас в порядке. Здесь что-то происходит, да, может быть, надо бить тревогу, может, надо вызывать полицию, может быть, такое. Слушайте, вот вы как только скажете, так сразу вызовут полицию, да, здесь сразу впрягутся. Но здесь, кстати, еще присутствует чувство любопытства в вашей жизни вообще. Если такое происходит, что-то страшное, это такие люди о вас говорят, которые, в принципе, да, любят посмотреть какие-то ужастики или вот перекрутить информацию, накрутить себе чего-то, а потом сидеть и переживать, и бояться, и трястись с выпученными глазами. Вот тут и о вас что-то такое идет. Вы подали какой-то не очень приятный сигнал, который именно говорит о какой-то тревоге. Да, здесь как будто бы вас кто-то обманывает, у вас кто-то забирает деньги, которые вы зарабатываете, да, или вас кто-то заставляет зарабатывать.
и забирают у вас все. Вот как будто бы вы нуждаетесь в помощи. Вот так вот о вас думают. Что здесь какой-то тревожный сигнал. Красный флаг. Хорошо. Смотрим дальше. Кто и что думает о вас. Ну, здесь есть доля любопытства и доля переживаний. Вот так скажу. 50 на 50. Но это люди не эмпаты, да, это люди такие, может быть, полуэмпат, да, человек такой. Вот так вот. И любопытство задевает. Кто еще думает о вас? Что думает, по правде говоря, по-честному, на самом деле? Человек из прошлого о вас думает. А вы как-то не даете себе информацию. Здесь о вас говорят, именно вспоминают в прошлом, что вы делали. Да, или как себя вели, или, может быть, в принципе, вспоминают какое-то общение с вами, также какие-то разговоры, вы чего-то там говорили, чему-то учили, может быть, да. Кто-то может даже вспоминать, что вы когда-то что-то сказали, и вот реально так происходит. Или вы о чем-то подсказали, это от вас был совет или рецепт, там неважно что, да, именно интеллектуального тоже имеет место быть характера. Но здесь говорят то, что вы очень умная, и вы разбираетесь в каких-то, может быть, в своей профессии, в своей деятельности, да, чем вы занимаетесь. Но я не вижу с вами общения, диалога какого-то, да и в принципе, как будто бы, может, и нет у вас в контактах уже этих людей. Но это люди из далекого-далекого прошлого. Женщина. У меня такое чувство, это одна парта, или вы сидели за одной партой, да, или вы очень близко общались в школе. Это очень-очень давний человек. А что думает? Что думает? Что вы где-то очень далеко. И Бог знает, чем вы там занимаетесь. Да, но вот здесь определенно, что от вас остается у этой женщины, это какие-то только воспоминания. Но и у нее есть интерес, у нее есть любопытство у вашей жизни. Здесь вот как-то хочется, знаете, снова встретиться или устроить эту встречу одноклассников, да, где-то вместе, может быть, собраться. Есть, в принципе, любопытство. Что еще думает о вас? Что сложное было время. Сложные были времена, через которые приходилось вам вдвоем в чем-то проходить, да, что вы вот были как не разлей вода или хорошие друзья, подруги, да, и были какие-то сложные ситуации, возможно, даже вспоминают, может быть, какие-то, да, приключения какие-то со сложностями или, в принципе, да, такое, что не забывается. Здесь может быть какое-то такое... Знаете, в чем здесь сомнение? Живы ли вы? Все ли у вас там хорошо? Живы ли вы? Здоровы ли вы? Человек, может быть, даже где-то и ищет вас, но информации нет. Вообще нету. Просто по мячу информации вообще нету. Здесь приходится только догадываться. И у нее почему-то главный вопрос, да, все ли хорошо, жива ли она? Может, просто, да, так говорит на слуху. А может, и реально так думать, что живы ли вы? Здесь, знаете, вот такое чувство, как будто бы о вас кто-то говорил что-то такого негативного характера этой женщине, да, или я бы еще сюда больше добавила по-другому, да, именно ложь, что, да, там вас нету, или что-то с ней случилось, или, в принципе, вообще как-то перевернул информацию. Но у нее есть какие-то сомнения на этот счет, да, что человек не договаривает правду или чувствует, что здесь какая-то ложь. Здесь есть интерес о том, замужем вы или нет, и кто ваш мужчина. У меня такое чувство, да, как будто бы даже когда-то давно у вас были разговоры, какие у вас будут женихи. Кто будет ваш муж? И вот реально, как она говорила, или как вы там в детстве или в школьные там, да, годы думали, вот так оно есть. Наверное, да, опять-таки предположение.
Но я думаю, здесь больше еще проиграется так, что реально так оно есть, но а у нее это предположение, да, что вот я ей говорила, но не знаю, правда это или нет, или да, отыгралось у нее это в жизни или нет. А на самом деле так и есть. Так и есть. Может быть, она говорила, да, тебя будут окружать только молодые, или муж у тебя будет молодой. Это не было предсказанием, это просто, да, какие-то вот такие приколы, развлечения о будущем, да, вот. Мы выйдем замуж, какие мы будем, да, вот у кого какой будет муж, о чем-то таком. Это очень далеко, да, очень далекое прошлое, что здесь не близкое прошлое, а очень-очень-очень далекое. Здесь даже вот и нету вашей фотографии. Если есть фотография, то от тех еще времен, когда вы были или маленькая, или в том каком-то веке, да, но нету у вас информации. Но здесь есть любопытство, да, как вы поживаете сейчас, что у вас сейчас в жизни происходит. Думает о вас, конечно. Здесь есть теплое к вам чувство, здесь есть приятное чувство, но здесь есть чувство еще, знаете, вот и посмеяться именно о том, что было между вами в прошлом. Да, какие-то вот общие были у вас ситуации, может быть, даже сложные ситуации, но вот как-то они вас сближают. Вы можете тоже о ней думать или сейчас вспомнить о ней, о данной даме. Это может быть, в принципе, огненные женщины, да? Она огненная. То есть овен, лев или стрелец. Ну, не обязательно. Или по натуре своей такая оптимистка. Смотрит на жизнь, вот, знаете, ни во что я не верю. Вот смотрю, как оно есть, да, живу, как живу, вот так вот. Ничего не боюсь, иду только вперед. Так, что здесь еще у нас? Кто и что думает о вас на самом деле? Слушайте, вы тут маните всех, заряжаете. Ну, здесь такое, что нарисовать и не стереть. Вот как-то так. Вы где-то появились, и вы влюбили в себя в какого-то человека. Человек является источником энергии почему-то. Или такой настолько позитивный, что вам было с ним весело. Может быть, было какое-то знакомство, общение. А может быть, да, здесь вот именно такое яркое чувство вот этого «я влюбился». Да, я такую даму искал, или она настолько яркая, видная, да, что нельзя ее то есть ее не забудешь, не сотрешь из памяти. И здесь какое-то мимо, опять-таки, чувство пронеслось, да, что я влюбился, а вы какая-то вот закрытая в ограничениях. Вы не подпускаете к себе, или человека вот как-то, знаете, он чувствует, что вы как-то отстранялись от него, не давали о себе информацию. Информация о вас закрыта. Что думает о вас на самом деле? Вы его знаете, данного человека? Вы его точно знаете, но здесь, опять-таки, какая-то вторая волна влюбленности. У вас было общение, почти доходило к чему-то, да, он подводил к этому. Давай будем вместе, или какие-то намеки, сигналы подавал, что вы ему нравитесь, вы ему симпатичны. Но вот здесь вы дали какой-то отворот-поворот, да, и человека это очень сильно задело. И человек хочет дать второй шанс. Но вот когда он вас увидел, опять как будто бы вторая волна здесь захлестнула. У человека, вот знаете, с вами... Вот вроде как я взрослый, но или да, мужчина, но веду себя как маленький ребенок, глупый, я не знаю, что мне делать, как в этой ситуации себя вести, хотя он, да, привык по жизни справляться совсем сам, ничего мнения не спрашивая, вот как-то рулит именно какими-то своими правилами, своими традициями, да, к чему он привык там и так далее. Но вот здесь вот как будто бы перед вами он обнуляется, как на колени встает, да, вот.
А то, когда вы отвергаете, отворачиваетесь, вот он злится, кипишует. Вот его не то, что он на вас злится, его не устраивает вот эта вот ситуация, которая держит в напряжении. Вот вроде как она со мной общается, но ничего мне не обещает, не дает каких-то точных ответов, да или нет. Вот как-то вот она елозит там, скользит, вот не попадается никак. Здесь внутреннее состояние вот просто разрывает человека на части. Здесь все внутри кипит, бурлит, да, уже можно так сказать, кастрюля выкипела, и человек что-то делает сейчас. Может быть, даже и не в вашу сторону, но вот начинает какую-то деятельность, да, вот его энергия вот эта негативная, она выливается во что-то, может быть, даже продуктивное. Чем-то заниматься. Может быть, дрова пошел колоть, да, с психом. Что думает? Вот такую жену мне надо, жениться мне на ней надо, предложите ей конкретно, да, и она никуда не денется. Здесь такая вот позиция роста с вами. Те ситуации, которые между вами были, дают ему место быть, расти. Вот он растет как мужчина. Или он чувствует с вами, да, вот именно себя, что я расту. Не то, что мужчина, да, что я расту, я развиваюсь с этой женщиной. Хотя, да, вот как-то трусит, обнуляется. Вот есть такая доля такого, когда он не знает ответить, как на вопрос, когда вы задаете вопрос. Он, знаете, тоже как страус, голову в песок. Не знает. Не знает, как ему вообще быть в данной ситуации. Но здесь есть такое чувство притяжения. Здесь есть чувство все же ситуацию данную развернуть или склонить к каким-то серьезным отношениям. Да? Здесь человек хотел бы жениться на вас, хотел бы повести вас в ЗАГС, хотел бы быть для вас главным человеком, чтобы вы ни о ком не думали, а только вот о нем думали. Здесь подождите, к человеку еще придет какое-то просветление вообще, или какая-то будет в его жизни именно ситуация, которая даст ему что-то понять, почему вы отвернулись от него. Как я вижу, вам он вообще не интересен. Да, вот вы как-то не рассматриваете его, да, как серьезного или, в принципе, достойного мужчину. Вам он не интересен, а вы ему интересны, вот как женщина. По структуре своей вы такая уже, знаете, зрелая, понятная такая, можете вот чего-то там, нравитесь вы этим. Он, кстати, знаете, о чем думает? Здесь глубокие мысли доходят до него, что вы встретились здесь не просто так. Уже понемножечку, да, до человека что-то начинает доходить. И что вы ушли тоже не просто так. Скорее, да, может быть, не судьба нам быть вместе. Не судьба. Или опять дороги вас развели. А я вам так скажу, у каждого здесь будет другая жизнь. У него своя, у вас своя. И вот ему еще здесь расти и расти именно ментально надо, да, развиваться как-то, вставать на ноги именно по характеристике. Здесь еще, но это не для вас персонаж. У вас другая дорога, другой путь. У вас вообще идут какие-то новые открытия, новые дела, деятельность, поездки куда-то. Здесь у кого-то может быть поездка за границу или вообще переезд за границу. У кого-то здесь что-то такое крупное сулит. У кого-то идет момент даже того, что вы начнете больше скорее вовлекаться во что-то, в деятельности, дела, хобби, а не в мужчин. Здесь будете скорее концентрировать свое внимание на какие-то свои перспективы, на свои результаты, да, чего вы прошли и чего вы получили, а что вам снова достигать. Вот это об этом. Что думает о вас этот человек? Ну, то, что вы не хотите быть с кем попало.
И что он чувствует на самом деле, почему он вам не нужен? Да потому что у него ничего нету. Или вот он как чемодан без ручки, да, или человек, который постоянно депрессирует или привносит вот эту депрессию, какие-то тяжелые мысли напрягает, чем-то загружает голову, или я ее чем-то загрузил, да, что неприятно. То есть, может быть, я ей неприятен, она ушла от меня. Бросила меня, оставила, да, ей это не надо, или не хочет справляться с какими-то его проблемами. То есть вы не хотите с его проблемами справляться какими-то, как он думает. Для вас он вот как, понимаете, чемодан без ручки. Какой-то тяжелый воз с ненужными вещами. Вот как-то так. Балласт. Да, вы пошли здесь туда, где вам выгодно, где вы чувствуете себя в победителях, где вы что-то завоевываете, сражаетесь, может быть, за что-то, или получаете какие-то успехи. Туда вы идете в направлении, может быть, деятельности какой-то. Или другого успешного мужчину, да, может быть, вы хотите. Или у вас кто-то. Кто что думает о вас на самом деле. Коллектив какой-то, коллективные разговоры. Да вы вообще какая-то темная лошадка. Знаете, вот вы какая-то... Нет бы остаться, потусоваться с нами, побеседовать, присесть с нами, чай попить, поболтать, раскрыться. А вы вот такая сама в себе, такая, да, закрытая, никому ни о чем не говорите, не договариваете, чего-то там скрываете, сидите себе в уголочке. Продуманная она, могут думать, что вы такая продуманная. Или вы там занимаетесь каким-то колдовством, там чаруете кого-то. Могут думать о том, что вы и на самом деле увлекаетесь какими-то магиями, практиками и так далее. Но в коллективе могут говорить о том, что вы еще наивны и глупы, или же что вам еще расти и расти, да? Почему-то об этом. То, что в чем-то вы не дотягиваете, как они считают, до них. Не разбираетесь. А кто-то говорит, что вы разбираетесь, что вам везет в жизни, что вы разбираетесь. И даже если вы не разбираетесь, вам все равно везет. Вас что-то в этой жизни вывозит. Или магия колдовская, да, вы чем-то таким занимаетесь, или кто-то, вот, кого вы приручили, кого вы замагичили, там, да, помогают вам в продвижении как-то. Но вы определенно какая-то темная лошадка. Такая тихоня можете быть, но да, вот действуете именно такой тихой сапой. Ну, и не уступаете все равно же. Хоть она и мягкая, да, но она никому не уступает. Действует по своим каким-то проверенным или своими какими-то проверенными методами. Втихую, да. Что думает и кто думает? Но это вообще целый коллектив. Здесь, кстати, кто-то думает, что вы деньги не тратите, вы их откладываете. И вы такая хитрая, прибедняетесь, что у вас и так, в принципе, что-то есть, но вы прибедняетесь, что у вас чего-то нет. Почему-то об этом речь. Хитрая вы. Да, а вы живете себе в достатке. Вы только вот знаете, включаете именно проекцию того, что вам надо помогать. Да, здесь вот как-то люди говорят о том, что мы здесь пашем, работаем сами. Она ждет от кого-то или помощи, да, что вот что кто-то ей поможет, или какая-то легкая ситуация, или счастливый случай даст все. Или даст деньги, даст возможности. Работать типа надо, вот в таком духе, да, как-то, а не сидеть мечтать. Слушайте, у вас тут такие учителя на вашем или рабочем месте, да, или в этом коллективе, которые бы старались о чужой жизни, нежели о своей. Вот тут проходит то, что вас пытаются как-то в чем-то уличить,
научить, да, вот, да ты сядь, присядь к нам, да расскажи, как ты поживаешь. Это, знаете, из такого разряда, вот, чем ты занимаешься? Да на почте вот работаю. Ой, на почте работаешь, мог бы работать где-то там, у тебя же такое образование, да. И опять же, если спросят с другой стороны, да, где ты работаешь? А я не работаю, да, там, я учусь, например, второе высшее получаю. Ну, ты вообще уже повернутый на всю голову, второе высшее. Зачем? Вот в любом случае осудят. Как ты ни кажись здесь идеальный, да, вас осудят все равно. Да, то, что вы еще не родили ребенка, да, вам уже за 30, а вот вы такая сякая. А вы родили ребенка, зачем вы нарожали, да, вот зачем вы нарожали? Детей же кормить надо, вы мало зарабатываете. Вот обосрут с любой точки. Постоянно здесь что-то не так. Но вам не нужно здесь принимать это близко к сердцу. Реально, люди больные. И пытаются перевоспитывать вас. С больной головы хочется, так сказать, на здоровую. Не нужно воспринимать больных людей. Представьте, что вы находитесь в психдоме. Да? Вы же не будете слушать там всех психов. Понимаете? Вот так вот. Их советы дурные. Обижаются на вас, что вы вот на самом деле тихая лошадка или не даете себе какой-то информации. Да, также здесь почему-то идет речь о ваших мужчинах или о вашем мужчине в коллективе разговора. Да? Чего там? Что он ее обеспечивает. Да, что живет себе припеваючи, как птичка, да, что у нее все есть. Все в балансе, все, хочется, так сказать, заплачено. Вот как-то так. Ну, слушайте, такое чувство здесь, что вы вот сидите себе, да, такая, ничего не делаете, обо всех вытираете ноги, наслаждаетесь этой жизнью, а на вас все пашут. Или вы выполняете мало каких-то рабочих процессов на работе, да, а все пашут на излом. Или вы так выглядите на таком легке, что у вас все цветет и пахнет, что вы особо не впрягаетесь. На самом деле вы можете пахать, но этого никто не видит. Понимаете, все видят результат, что вот она, красавица, пришла с длинными ногтями, да, ничего она не делает, белоручка такая. А что? Бывает, женщины с длинными ногтями выполняют очень много функций. Ногти вообще здесь не проблема. Поэтому, да, вот именно люди считывают какую-то картинку, да, которой верят. Сами ее нарисуют и сами в нее верят. Вот так вот. Угу. Еще осуждают. Что вы сидите там магией занимаетесь, порчами, колдовствами, да, не порчами, а привязками, привязываете к себе. Поэтому к вам все идет в руки. Да вы как-то и не паритесь особо, знаете. Сидите в потолок дуете, но никто не замечает результат. Почему вы та императрица? Почему? Это же не Вася вам там на ресницы приклеил с ногтями, да, это же вы. Это же все делаете вы. Ну, не знаю, там, что может на вас такое быть, да, что здесь работа есть над собой. Но люди видят картинку, что за вами, вот, как будто бы, знаете, вот как женщина лежит в салоне, одна ногти ей делает, вторая там ей массажирует там волосы, голову вернее, и так далее, да, или делает ей прическу, третья там маникюр, педикюр. И да, вот что вы такая обхоженная женщина, что вам все помогают, потому что вы колдуете здесь, да, что к вам все помогают. Да у вас все прекрасно. Просто вот у людей на самом деле есть какие-то свои незакрытые гештальты в жизни, да, которым вот надо идти там их закрывать, а они вот, знаете, сидят, да, и перетирают всем кости. Ну да, здесь еще дьявол выходит. Здесь, кстати, очень много лжи о вас, вообще неприятных разговоров с ложью. Имейте в виду, не берите это вообще близко к сердцу, не воспринимайте людей всерьез. Вот вы императрица, и вот знаете, да, что вот именно видят ваши лучшие стороны. Из этого вам завидуют, поэтому это их такая ядовитая реакция. И пусть они остаются с ней. Да?
Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, оставляет комментарии, делится своим мнением о своей жизни, о происходящем в вашей жизни. Всем всего самого наилучшего. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.